Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Связь с сельскими населенными пунктами Интинского округа налажена. Полученная от главы Республики Коми сверхпроходимая техника работает бесперебойно. Многочисленные онлайн-проекты, конкурсы, акции, флешмобы, экскурсии и концерты, покупка оборудования, проведение ремонтов, активное участие в региональных и федеральных проектах. Пандемия коронавируса не смогла выбить из колеи творческих и трудолюбивых сотрудников учреждений культуры. Весна застала коммунальные службы Инты врасплох. Управляющие компании усердно приводят в порядок придомовые территории. Год назад, 2 апреля, президент страны Владимир Путин назначил на должность главы Республики Коми Владимира Уйба. Бывший заместитель министра здравоохранения России приехал в наш регион в самый разгар эпидемии коронавируса. Во время поездок по Коми он погружался в проблемы республики, знакомился с местными жителями. В ходе одного из таких визитов в Инту глава Коми Владимир Уйба дал слово жителям нашего округа помочь с приобретением сверхпроходимого транспорта и выполнил обещание. Глава Коми Владимир Уйба дал слово жителям города Инты помочь с приобретением необходимого транспорта во время встречи с депутатами Совета округа в сентябре прошлого года. Свое обещание он выполнил. В конце ноября наш город получил вездеход «Трикол». Во время визита главы Владимира Викторовича Уйбы один из депутатов передал просьбу сельчан о необходимости «Трикола». Для чего он необходим? В зимний период бывают моменты, когда вахтовка наша по зимнику не всегда может проехать. Поэтому вот именно эта техника будет использоваться для доставки жителей в отдаленные села. Также будут выезжать специалисты администрации по рабочим моментам, как сметчики, так и для обследования. В Интинском округе находится 10 труднодоступных населенных пунктов. Добраться сюда летом можно только на вертолете или катере, а в морозы по специально оборудованной временной дороге. Зимнюю автомобильную дорогу порой переметает. Техника не всегда справляется со своевременной очисткой снега. Современный транспорт необходим для бесперебойной связи с сельскими населенными пунктами. Об этом Владимиру Уйба на встрече в начале осени рассказал депутат Илья Николаев. В 2020 году у меня, как депутата, была уникальная возможность пообщаться с Владимиром Викторовичем. В одну из поездок он приезжал к нам. Есть у нас проблема по труднодоступным селам. Мы, к большому сожалению, не можем туда добираться в моменты распутицы и так далее. Вот. Я обратился к Владимиру Викторовичу с просьбой рассмотреть вопрос о приобретении для муниципалитета снегоболотохода типа «Трикол». Вот. Просьба была услышана, и в кратчайшие сроки все это было выполнено. Где-то в конце 2020 года муниципалитет уже получил эту технику. И сейчас получаю обратную связь от жителей. Жители довольны, что в любую погоду могут добраться до города. Соответственно, и муниципальные власти могут посещать труднодоступные села. «Трикол» – трехосная полноприводная машина, оснащенная бескамерными шинами. Характерной чертой снегоболотохода является кузов, изготавливаемый из стеклопластика. «Трикол» предназначен для круглогодичной перевозки по бездорожью, слабонесущим грунтом по дорогам общей сети. Преодоление небольших водных преград осуществляется за счет водоизмещения колес. Этой зимой нами уже был опробован данный «Трикол». Лично на нем возил интинцев в села. Машина отличная, у нее высокая проходимость. Ей, в отличие от вахтовки, не страшны ни метели, ни снежные заносы, да и время пути значительно меньше занимает. Мне показалось, что сельчане очень довольны «Триколом». Теперь они менее зависимы от капризов погоды и всегда могут добраться в самые отдаленные и труднодоступные села нашего округа. Для посадки людей и загрузки полезных грузов предусмотрено 3 двери. 2 передних и 1 в задней части кузова. Внутри машины 8 посадочных мест, 2 места для водителей и пассажиров. Этой зимой интинцы уже успели попробовать новый транспорт. В период метели именно «Трикол» возил жителей в села. У меня есть и родственники в поселках в отдаленных, в Дьвовоме, в Петрунях. И сейчас вон какие погодные условия. И очень удобно, что вот наконец-то дали «Трикол». Сейчас по погодным условиям, естественно, на вахтовке очень неудобно, долго добираться. А на «Триколе» будет очень удобно и хорошо им,
что вот есть такая появилась возможность. Давно уже на сельских сходах просили что-нибудь придумать на вот такой период, на плохие погодные условия. И вот в прошлом году наконец-то им дали трикол, и очень удобно, очень хорошо стало селам. На самом деле они могут приехать, решить свои проблемы, да даже элементарно в гости приехать. Во многие муниципалитеты республики требуется сверхпроходимая техника. Необходимый для Интийского округа трикол приобрели за счет средств, выделенных республике в рамках соцпартнерства. Помимо перевоза жителей в отдаленные села, машина используется для доставки специалистов различных служб в труднодоступные населенные пункты Интийского округа. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в весенние месяцы в республике Коми ожидается близкой к норме и выше. А вот осадков выпадет больше средних значений. В Инте уже несколько дней идет дождь со снегом. О том, как с капризами погоды борются коммунальные службы, наш следующий репортаж. 2 недели назад директор УЖКХ Екатерина Гутовская уже инспектировала жилой фонд. Осматривала не только городские дворы, но и дома в поселках. В этот раз было решено посетить территории других управляющих компаний. Отметим, что многие ЖЭКи активно взялись за очистку дворовых территорий. Так, управляющая компания «Звезда» в течение нескольких дней планомерно убирала свой жилищный фонд от снега. Сразу же производилась вывозка снега с некоторых адресов. Не отставали и ее соседи – ЖЭКи Инта Приполярье и Интинская. Ими тоже была заказана специализированная техника для очистки дворовых территорий. В этот раз мы проехали-то, увидели как раз результаты хорошие, на лицо видно было. Мы после нашего объезда в тот раз написали предписание, еще раз продублировали. Мы и так их каждый день пишем, мы обходим территорию, но еще раз мы продублировали конкретно предписание. Написали, так мы факсограммы шлем, а здесь предписание. И вот, как заметно, сразу была у многих управляющих заказана техника. Многие и тогда видели, что чистились, и сейчас чистятся. Вот сегодня видели, что чистились. Вот на тот момент у «Звезды» было у нас не очень хорошо. Сразу была также заказана техника. И вот они потихоньку вычистили все дворы под асфальт. Уже у многих там или плиты, или асфальт, но это уже видно. Конечно же, не все ЖЭКи уделили данному вопросу должное внимание. Некоторые дворы требуют незамедлительной очистки. Видно, что автомобильному транспорту сложно заезжать и продолжать свое движение в ряде дворов, которые находятся в самом центре города. Есть у нас управляющие компании, которые не почистили еще до сих пор. Я так думаю, что это связано, что они более раньше почистили. Тут сейчас пошли снегопады, резкая оттепель. Техника заказана, будут чистить. Будем писать, также с ними работать, писать предписания, давать им. Управление жилищно-коммунальным хозяйством ежедневно проводит мониторинг дворовых территорий. По каждой управляющей компании составляется сводная таблица с указанием конкретных адресов и предписанием, что необходимо сделать: очистить двор, крыльцо, посыпать песком или вывести снег. На сегодняшний день у нас вчера усердно все проводили очистку, позавчера, сегодня. Это у нас «Звезда», Интинская, Новая, Колос. Вот, кстати, тоже можно их, сегодня можно их похвалить. Они на самом деле после того, как мы проехали, посмотрели всю катастрофу, они заказали технику, почистили, так что даже их можно на сегодняшний день похвалить. Инта Приполярье, Восход у нас почистили, техника также у них заказана. Но на сегодняшний день мы увидели только 2 управляющие компании, которые не почистили. Это УК «Жилсервис» и УК «Юпитер». Напомню, что содержание двора – это обязанность управляющей компании. А вот заезды должен очищать подрядчик, занимающийся обслуживанием городских улиц и тротуаров. Во время объезда подрядная организация ВОСТ им отправила технику и специалистов на очистку центральной улицы города. Помимо управляющих компаний, управляющие они чистят дворы, это понятно. А еще у нас есть подрядная организация, которая проводит содержание городское, территории автомобильных дорог, мест общего пользования. Также они на сегодняшний день понятно, что они не справляются, потому что резкое потепление. Все у нас, как всегда, пришло нежданно, негаданно. Но они чистят, мы предписания выписывали. Вчера, в воскресенье ходила, смотрела, сделали предписание мы на то, что сейчас момент, конечно, территория дороги-то у нас почищена, а сами заезды остаются желать лучшего. Проблема, понятно, на низкой машине тяжело заезжать, каши, тем более сейчас перепады эти. Написали предписание, будут устранять, делать. Организация ВОСТ в том числе занимается посыпкой песком городских улиц и тротуаров. Это особенно актуальный вопрос, ведь ночью температура всегда опускается, вследствие чего образуется гололед. Посыпка производится ежедневно.
песком, стараются, ну вот сейчас каша и лед, на лед смысла нету сыпать песок, стараются, вот когда уже подмерзает, к вечеру большая часть. Сегодня вот с утра прямо пошла техника уже с песком и по всем, и по дворам, и если убрать подрядчика, и по городу везде, и тротуары, и дороги, все было почище, песком посыпано. Если интинцев не удовлетворяет состояние своей дворовой территории, тротуара или какой-либо общественной территории, то с жалобой можно обратиться в УЖКХ по телефону 660 28 и 6 10 96. А сейчас о последних данных по ситуации с коронавирусом. За неделю в Инте выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Руководство округа, медицинские работники призывают горожан обезопасить себя, своих родных, близких и сделать прививку от этого опасного заболевания. Проблем, связанных с нехваткой вакцины, в Инте нет. Препарат доступен всем жителям Инты старше 18 лет. Всего с начала пандемии в Инте зарегистрировано 635 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 586 человек из числа проходивших лечение полностью выздоровели. Официально подтверждено 29 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом. На стационарном лечении в инфекционном отделении Интинской ЦГБ находится 9 человек. Еще 11 горожан с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение амбулаторно, оставаясь в условиях карантина. Под медицинским наблюдением остаются 6 интинцев. Как учреждения культуры пережили строгие ограничительные мероприятия, связанные с коронавирусом? Чем занимаются сейчас и какие планы строят на будущее? Ежегодно представители творческих профессий выступают с отчетом о проделанной работе и рассказывают о перспективах на ближайшее время. На традиционном итоговом совещании побывала и наша съемочная группа. Перед началом совещания представители местной власти поздравили сотрудников учреждений культуры с прошедшим профессиональным праздником и вручили высокие награды. Звание «Почетный работник культуры Республики Коми» присвоено Елене Тюриной, библиотекарю читального зала детской библиотеки. Нескольким работникам отрасли были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, администрации Инты. Знаком отличия за заслуги перед Интой отмечены сотрудники Дворца культуры и техники Елена Борзова и Анатолий Скиба. 2020 год для учреждений культуры прошел очень тяжело. Очень тяжело, потому что мы не видели глаз, мы не видели зрителя. Были новые форматы, но очень хочется вернуться в обычный режим. Я думаю, точно так же, как и всем нашим посетителям, зрителям наших мероприятий. Конечно, было сделано немало. Всеми учреждениями культуры я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех работников сферы культуры за выдержку, за терпение, за труд, за любовь к своему делу, за любовь к профессии, которую они когда-то выбрали. Пожелать всем крепкого здоровья. И, конечно, планы на 2021 год, который уже начался, они грандиозные. Это и ремонтные работы в нашем Доме культуры. Две кровли нам предстоит сделать, порядка 10 миллионов мы тратим. И народные проекты. В этом году у нас такая победа мощная. Мы 5 проектов взяли. И к столетию республики будем готовы. Поэтому надеемся, что все будет хорошо. В прошлом году в связи с введенным режимом самоизоляции сфера культуры одной из первых освоила новые формы общения со своими читателями, зрителями, посетителями. Творческие коллективы перешли к онлайн-трансляциям. Родилось огромное количество интересных интернет-проектов. Оригинальные идеи воплощали в жизнь все без исключения, не только городские, но и сельские учреждения. Села работали в пандемию очень хорошо, научились, монтировали. Сейчас даже их иногда не оторвать. Все снимают, все монтируют, все готовят. Выиграли в 2020 году мы народный бюджет. Народный бюджет 3 проекта. 2 по этнокультуре, это пошив национальных костюмов для Косевомского дома культуры. И поездка творческих коллективов в Центр национальной культуры в поселок Харута Ненецкого автономного округа и в село Мужи-Ямала Ненецкого автономного округа. Сфера культуры Инты держится на творчестве и энтузиазме людей, влюбленных в свое дело. Работники культуры обладают удивительным умением превращать серые будни в праздник. И никакая пандемия не могла остановить талантливых и креативных сотрудников. Ко всем праздничным и памятным датам, пусть и в необычном формате, были проведены тематические мероприятия. 2020 год – это год Великой
Победы, год памяти и славы. Поэтому в условиях пандемии, в условиях ограничений мы все работали, все библиотеки работали над тем, чтобы почтить память ветеранам, жившим и павшим. Поэтому все наши мероприятия были такой направленности. Мы уходили в онлайн, участвовали в Библионочи, которая была полностью посвящена этой дате. Это самые такие знаменательные наши события. Другое направление наше было, чтобы не потерять нашего постоянного читателя. Когда мы открылись, это было 18 июня, к нам пошли читатели. Мы все боялись, но любовь к книге заставляет людей идти в библиотеку и находить нужную для прочтения книгу. Порядка 10 лет в сферу культуры входит Интинский телерадиоинформационный центр. Для многих интинцев Пятый канал является чуть ли не единственным источником получения информации. Местные телевизионщики занимаются освещением не только культурной, но и социально-экономической, политической, спортивной жизни Инты. Несмотря на все трудности, проблемы, которые были связаны с пандемией, которая наступила очень внезапно и подкосила многие учреждения, подкосила с точки зрения финансов, потому что встала практически вся жизнедеятельность. У нас не работали магазины, у нас не работали бары, мы потеряли очень многих своих рекламодателей, но при этом я все равно считаю, что 2020 год для нас счастливый, потому что, во-первых, нам исполнилось 25 лет муниципальному телевидению. Вы сами понимаете, что сохранить телевидение на севере, в городе, который дотационный, это великая заслуга. Я благодарю всех, кто понимает значимость телевидения для населения. Это руководство города в первую очередь. Это коллектив, который живет этой работой и вкладывает всю душу в создание программ. Кроме того, в прошлом году мы выиграли народный бюджет. Мы получили огромную сумму, которая нам хватило для пополнения нашей материально-технической базы, для ее обновления. Мы закупили дорогостоящее оборудование, на котором сейчас работаем, и надеюсь, что приносим радость и интересные новости в дома наших телезрителей. В рамках итогового совещания с докладами выступили руководители централизованной библиотечной системы Интинского краеведческого музея, Дворца культуры и техники, Детской школы искусств, Центра национальных культур, городского архива и телерадиоинформационного центра. Все коллективы подготовили к своим отчетам информационные презентации и видеоролики. Завершилось мероприятие деловой спринт-игрой «Культура Коми-2021», в ходе которой участники поделились идеями по улучшению результативности и качества услуг отрасли. Расширенный репортаж о деятельности учреждений культуры и грандиозных планах творческих работников смотрите в эфире Пятого канала в понедельник в 18:30. Рисунки, плакаты, видеоролики представили учащиеся образовательных организаций Инты на конкурс «Мы против террора». Из более 100 работ, выполненных школьниками и студентами, отобраны лучшие. В разных номинациях и возрастных группах определены победители и призеры. Подведены итоги муниципального конкурса проектов по противодействию идеологии терроризма «Мы против террора». Прием работ начался 15 февраля и длился 1,5 месяца. Участниками конкурса стали учащиеся практически всех образовательных учреждений города и техникума, от первоклашек до студентов. За этот период на суд жюри было представлено более 100 работ, 92 рисунка, 11 плакатов и 2 видеоролика. Творческие работы оценивались в 3 номинациях с учетом возраста юных авторов. В номинации «Рисунок» участвовали школьники с 8 до 12 лет. Плакаты на конкурс принимались от учащихся 13-15 лет, а номинация «Видеоролики» объявлена для старшеклассников и студентов. В рамках реализации комплексного плана, это по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, был он проведен конкурс муниципальный по теме «Мы против террора». У нас было 3 номинации. Это у нас рисунки, плакаты и видеоролики. Конечно, ребята откликнулись очень хорошо, очень много работ. Выполняя работы, интинские ребята могли использовать все доступные материалы для рисования, от простых карандашей, акварели и гуаши до масляных красок, угля и даже компьютерной графики. Работы очень были разные, интересные. Тематика была разнообразная. Ну, конечно, по направлению «Мы против террора». Также работы были яркие, какие-то работы были черно-белые. Очень понравились плакаты. Ребята очень серьезно отнеслись и подошли к данному вопросу.
Конечно, глаза разбегались. Ребята молодцы. Спасибо, что отозвались, активно отработали. По сравнению с тем годом, в том году у нас было всего 40 работ, 3 плаката и 1 видеоролик. В этом году у нас было, еще раз повторюсь, 95 рисунков, 11 плакатов и 2 видеоролика. Перед членами жюри стояла нелегкая задача – выбрать несколько лучших работ в каждой номинации. Они долго перемещались вдоль столов, с интересом рассматривая каждую и обсуждая. По всем 3 номинациям были определены победители и присвоены 1-е, 2-е и 3-е места. 27 лет в Инте существует Национально-культурное общество «Украина». Это старейшее объединение нашего города, при котором был создан ансамбль украинской песни «Водограй». Он быстро покорил своим творчеством не только интинцев, но и жителей республики. Все участники украинского общества и ансамбля «Водограй» – активные, жизнерадостные и талантливые люди, которые отлично поют, танцуют, радуются каждому моменту, проведенному с друзьями. В украинских песнях звучит душа его народа. Мелодичность и напевность, яркость мелодии – вот что отличает украинскую музыку. Так получилось, что в процессе своей деятельности культурному обществу понадобилось создать свой собственный ансамбль. Название мы придумали сразу же – «Водограй», что в переводе означает «играющая журчащая вода», фонтан. Дружный коллектив, хороший, все голосисты у нас, хорошо поют. Ну и вообще хорошо себя здесь чувствую, как дома. Потому что все, наверное, сюда и приходят, чтобы вот попеть, вспомнить и родную речь. Мы все фактически родились и выросли на Украине, ну сейчас говорят в Украине, и чтобы сохранить свою культуру, свои традиции, свой язык, вот, тем более украинские песни, они мелодичные песни, вот, поэтому мы собираемся, поем песни, ну не только современные, которые вот сегодня вы услышите, но и народные песни, а их очень много, они очень певучие. Говорят, украинский язык на 2-м месте после итальянского по певучести, поэтому мы и поем украинские песни. Лев Толстой писал: «Никакой другой народ не проявил себя в песнях так ярко и красиво, как народ украинский». Это действительно так. В музыке полноценно открывается красота украинского языка. В ней так открыто звучат чувства. Здесь нет скрытого смысла и потаенных эмоций. Все лежит на поверхности. Именно поэтому украинская песня так близка многим. Ее с удовольствием слушают зрители. Ну, во-первых, жена у меня выступает здесь. А во-вторых, надо пофотографировать. Ну, как бы интерес личный. Просто посмотреть, полюбоваться. Я сам тоже украинец. У меня мама здесь поет много лет. Вот. Ну и мы родом из Украины, поэтому любим украинские песни, с удовольствием слушаем, смотрим и поддерживаем своих мам. Просто давно хотела сходить. Давно. Нет, незнакомых никого нет, просто хотела посмотреть этот концерт украинский. Люблю песни украинские. Я сама участвую в украинском обществе, просто сильно сейчас болею и не посещаю это. А так девочки пригласили, пришла посмотреть на нашу родную, это самоукраинское, сама украинка. Я пришла посмотреть украинские, послушать песни, порадоваться за них, так как я тоже хожу в русскую душу и хочу поддержать их. И ждет их сюрприз от нас, от русской души. Поздравим их с концертом. Соскучились по концертам. Национально-культурное общество Украины начало свою историю 20 декабря 1993 года. Ему уже около 30 лет, и оно стало первым объединением в Центре национальных культур. Мы создавали украинское общество в декабре 1993 года. Приехал Николай Степанович Коцупей. Вот, и в Центральном доме культуры шахтеров было создано украинское общество. И первым председателем была Волосюк из Барна, методист Центральной библиотеки. Я был заместителем, а Лефенко Любовь Михайловна была секретарем.
Вначале мы собирались в Центральном доме культуры шахтеров, а в 1998 году, когда был открыт Центр национальных культур, вот еще при Плющевой, потом при Круч Ольге Васильевне, национальное общество, как говорится, первое в Инте переселилось фактически сюда, в Центр национальных культур. Народные песни являются весомым вкладом Украины в общеславянское и мировое художественное творчество. Считают, что таких произведений записано более 200 тысяч. Песни появлялись в ходе работы семейного быта, во время борьбы против иностранных захватчиков. Их посвящали любимой родине. Украинская песня – это сразу вспоминаешь родной дом, родные просторы, степи. Это, не знаю, родной язык, чтобы не забыть, во-первых. Как-то вот чувствуешь себя в своем коллективе и не забываешь родной язык. Сейчас в ансамбле «Водограй» порядка 10 человек. Ежегодно они проводят свой отчетный концерт, специально к нему готовят новую программу. Практически все новые песни, за исключением там пару песен и традиционная песня на слова Тараса Григорьевича Шевченко, поскольку сейчас 160 лет со дня смерти и 207 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Ежегодно Украинское общество и Центр национальных культур проводят мероприятия, посвященные и поэту, писателю, художнику, академику графики Тарасу Григорьевичу Шевченко и поэту Лисе Українки, а ты в основном в марте месяце. В нашем городе проживает достаточно много горожан с украинскими корнями. Кто-то был отправлен сюда как политический заключенный, кто-то приехал по распределению на работу или на заработки. Я хожу по городу, когда слышу украинскую речь, то там и то там. Люди разговаривают даже в обиходе. Поэтому есть, я думаю, что есть. И у многих, наверное, кто-то из родственников, бабушка, дедушка, все-таки были украинцы. Все же перемешалось, мы же в Инте живем, интернациональная Инта. Участники общества из совершенно разных городов и поселений. Но каждого из них роднит любовь к Украине, к ее просторам и богатой природе, к яркой культуре и неповторимому быту. Память о родной земле – вот что объединяет их всех. Я вообще-то украинка. Еще до сих пор видно жительство у меня. Я не приняла еще гражданство, потому что есть обстоятельства. Так живу здесь уже 10 лет. Очень скучаю, потому и пришла сюда петь. «Водограй» ансамбль. Я в Инте очень давно уже, больше 30 лет. Я родом с Ивано-Франковской области, это Западная Украина. Так получилось, что почему я сюда приехала. Замуж вышла, муж коренной интинец, мама его репрессированная, поэтому мы земляки. Так получилось, что я оказалась в Инте. Всегда скучала. Первые годы мне казалось, что я последний день, последний месяц, день, год, все, я уезжаю, меня здесь нету. Прошло 30 лет, и, наверное, я здесь осталась навсегда. Я уже привыкла к Инте. Когда я уезжаю в Украину, я скучаю, мне хочется обратно домой. Когда здесь, хочется туда, когда там, тянет сюда. Вера Зашиловская является активным членом украинского общества. Она посещает его уже 4 года. Сейчас стала председателем национального объединения. В общество совершенно случайно. Мы с подругой пришли посмотреть выставку мастеров. В это время проходила репетиция общества ансамбля «Русская душа». Нам очень понравилось. Мы решили попробовать свои силы. Конечно, сомневались. Так попали в Украину. Но так как родом с Украины, решили все-таки в украинское, в «Водограй». За это время общество стало моей второй семьей.
Я сюда бегу с удовольствием, с радостью пообщаться на родном языке, попеть украинские песни, русские песни тоже попеть. Для меня это вторая семья. Члены ансамбля «Водограй» занимаются музыкой непрофессионально, по большей степени для души. Здесь всегда ждут новых людей, вокалистов и просто тех, кто любит петь. Мы бы рады, чтобы нам еще кто-то пришел, чтобы кто-то приходил петь. Наш ансамбль «Водограй», нам не хватает голосов, особенно вторых голосов. Мы будем очень довольны, если кто-то придет и останется. Мы ждем всех. Общество «Украина» также с радостью приглашает в свои ряды земляков. Здесь всегда рады новым участникам, которые хотят приобщиться к самобытной украинской культуре. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.